ТАСС собрал представителей СМИ из разных стран на обучающий семинар по мобильной журналистике. В нем приняли участие и представители нашей республики. В течение 10 дней участники тренинга изучали, как работать с новыми цифровыми форматами и искусственным интеллектом. Освоили и инструменты мобильной съемки для создания контента. Лекции и мастер-классы участникам семинара читали преподаватели Московского государственного университета и именитые российские журналисты. Среди них ведущие сотрудники информационного агентства ТАСС. Я очень рада на самом деле, что мне выпала такая возможность участвовать в семинаре от ТАСС. Тема у нас основная была про нейросети. Сейчас они очень актуальны, все больше и больше людей ими пользуются. И я тоже не стала исключением. На самом деле до этого у меня активного такого опыта пользования нейросетями не было. И много нового я для себя подчерпнула из этого семинара. Конечно, если скажу, что с первого раза у меня все получилось, это будет неправда. Но наши лектора очень нам помогали, на все вопросы отвечали. Программа семинара включала и практические занятия, в ходе которых журналисты применили навыки на практике. Одним из творческих заданий было снять на мобильные телефоны предновогоднюю столицу. Участники отправились на улицы города, чтобы в реальных условиях попробовать себя в роли мобильных репортеров и передать атмосферу зимней Москвы. Самой интересной частью для меня было задание от нашего лектора, и в том числе он главный редактор фотографии ТАСС. Задание заключалось сделать 3 снимка новогодней Москвы. Вроде бы неплохо, меня похвалили, это было очень приятно. Да, есть над чем поработать, конечно же, и буду стараться сделать лучше. В рамках программы была организована и встреча с редакцией ТАСС. Журналистам рассказали, как формируется новостная повестка агентства, как работают коллеги, чьи материалы ежедневно выходят в эфир и попадают в ленты крупнейших медиа. Участникам была проведена экскурсия по офису. Журналистам продемонстрировали и кабинет-музей известного фотокорреспондента Владимира Мусаэляна, где размещены его избранные снимки, сделанные за 60 лет работы, личные вещи и фотоаппаратура. Участники образовательного проекта посетили редакцию российской газеты. Здесь рассказали, как устроено медиапроизводство в эпоху цифровых технологий и как работает универсальная редакция, способная одновременно готовить материалы для печати, сайта и соцсетей. Отдельный блок курсов был посвящен развитию искусственного интеллекта и его роли в журналистике. Конечно, узнала много нового для себя касаемо искусственного интеллекта, много разных инструментов, которые я обязательно буду пробовать по возвращению обратно домой. Мне было легко, мне было интересно. Я считаю, что я за эти 10 дней, короткий срок, но много чего нового узнала. Помимо обучающих семинаров для гостей была организована культурная программа. Участники посетили ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Журналисты насладились красочным шоу в постановке олимпийской чемпионки, который передал новогоднюю атмосферу Москвы. В завершении семинара организаторы подвели итоги и в торжественной обстановке вручили сертификаты всем участникам образовательного мероприятия. Поздравляю вас. Спасибо. С окончанием. Держите свидетельство наше. Давайте фотографируемся на память. Стелла Бязарова, Агунда Губозова, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня.